Международный день архива отмечают сегодня. Он берет начало с 1949 года и призван привлечь внимание общества к сохранению исторического и документального наследия. Одним из самых крупных архивов на Дальнем Востоке является Национальный архив Якутии, в котором хранится 1,5 миллиона различных дел. С частью из них ознакомилась Ульяна Шагина. Архив – привычное место работы для научного сотрудника Саргаланы Никитиной. Она здесь постоянный посетитель. К примеру, сегодня ищет данные о следах проживания по северным рекам из документов конца 18 века. Самое сложное здесь почерк писаря, утверждает историк. Правилописания совершенно другие. Слитное написание слов, то есть вот разделить в строчке отдельные слова, найти их. То есть вот это вот довольно сложно. И в этом как раз помогают работники читального зала. Работа архивистов – одна из самых кропотливых. В отделе реставрации об этом знают не понаслышке. Здесь ежедневно чистят от плесени и пыли, клеят и делают картонные обложки старым документам. В день обрабатывают порядка 50 листов архива. Вот можете посмотреть, это вот эти же документы идут. Верх был весь поврежден плесенью. Это самый бич нашего времени сейчас, потому что плесень, она наносит невозвратимую утрату документов, потому что документ, считай, что уже испорченный. После восстановления бумаги еще одна работа – защитить документ картоном. Кстати, прессовка и резак здесь еще 60-х годов прошлого столетия. Точнее, оборудование не найти, признают сотрудники архива. Режет точно, а главное аккуратно. Картон, кстати, тоже специальный, из Финляндии, а бумага для реставрации из Японии. Японская бумага, БКР, он не приносит вред документов. Кстати, у нас и специально бескислотная картона. Тоже, наши и бумаги, и картоны не приносят никакого вреда документам. Сегодня в Национальном архиве хранится 1,5 миллиона документов. Много из них еще с 2014 года начали переводить в электронный вид. Кроме того, оцифровываются и описи, то есть названия документов, чтобы сократить время поиска. То есть сейчас в электронном виде у нас доступны материалы по семейным спискам 27-28 годов, метрические книги с 1896 года по 20 год, ревизские сказки. С ними можно ознакомиться любому человеку, зайдя на наш сайт Национального архива, пройти по ссылке программы АИСЛР архив и зарегистрировавшись там. Сегодня оцифровано уже 70% таких описей. И работа в этом направлении только продолжается. Кроме того, оцифровываются и военные документы периода Великой Отечественной войны. Только в прошлом году в электронном архиве зарегистрировано порядка 20 тысяч посещений. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск.